І далі ми пойдемо по тих питаннях, які у нас вже є. Добре. Мы с вами собрались, у нас тут у студии Северин Кратковский и Алексей Братушкин. Я думаю, специально представлять этих людей не треба. Может, трошки про контекст нашей программы. Мы ее назвали «Горизонт подей», потому что, это такой астрофизичный термин. Это вообще черная дырка, и все, что за горизонтом подей находится, оно с этой черной дырки вырваться не может. Мы вывучаем разные з'яви, які есть у белорусской культурной и социальной ситуации, и натыкаемся, что во что не ткнешь, все у нас является такой черной дыркой. И вот эта история с советским, скажем так, да, так, ты не дал рады. Рома, зараз я... Давай я сделаю. Так, я наоборот. Что 20? Все, я вырубил просто губ, мы пошли глядеть свой властный эфир. Вось. І ось гэта ідэя савецкага у нашым сённяшнім жыцці мне раптам падалася ось такой самай чорнай дзіркай. Вось, і на пачатку для такого разогрэву я прапаную сыграць у бліц-гульню. Я буду называць самыя простыя з'явы, падзеі, якія вось знаходзяцца ў нашым паўсядзённым жыцці. І вам патрабуецца хутка адказаць таму бліц вельмі простым. Вось гэта трэба пакінуць, ці трэба это вось кудысьці прыбраць? У музей, на свалку, ці кудысьці яшчэ. Добра? Музей першого з'езда РСДРП. Покинуть, конечно. Покинуть. Город Дзержинск. Переименовать. Вернуть першопочатковую назву. Да, спросите у населения, что с этим делать. Пионерская организация. Это очень странно. В том виде, в котором она сейчас, я бы ее убрал. Прибрать бы это чисто державная инициатива. Хай себе клуб по интересах хтось робить, але без державы, без податков громадянам. Часопис «Полымя», ранее «Полымя революции». Ну, сложный вопрос. Это зависит, опять же, от того, как он сейчас воспринимается теми, кто его читает, и от коллектива. Ну, я думаю, что от формы властности так само. Советская Белоруссия. Ну, в данном случае я бы оставил, потому что это четко определяет целевую аудиторию этой газеты. Ну, я сподіваюся, що дадений випадок зміниться з часом. Знову ж, форму власності. Коли некий приватний чоловік захоче видавати таку газету, коли ласка. А за державне, за гроші податкоплатників ні, звісно. Смоловка. Что имеется в виду? Покидать стене, ну, конечно, покидать. В смысле, как квартал? Или... Ну, это все ж таки в некой ступени так само помник и сталинского будовництва. Ну да. То есть мы сейчас можем выйти на долгий разговор о том, что надо сносить, что нет, но я бы не сносил, конечно. Вось уже мы побачили, что это не нечто такое однозначное, потому что по великим рахунку, ну, вы так спонтанно мы вот выбирали некие артефакты, некие з'яви, и штосьці мусить некого такого однозначного отказу нема. Правильно я разумею? Ці ввогуле з'яўляецца савецкай на сёння сапраўды актуальным пытаннем, ці сапраўды можа на сённяшнім этапе можна гэтае пытанне адкласці на калісьці потом вырашыць? Ну, де-факто сёння у нас дзяржаўны капіталізм, але все гэта аздоблена савецка-сацыялістычным таким антуражам, таму некаторым, асабліва турыстам, падаецца, што у нас тут савецкі сацыялізм. Савецкае гэта ўсё прапрацуе на ўзроўні знакаў і, безумоўна, не ведаю, забегаю наперад ці не, десаветызацыя у нас мусіць адбыцца на ўзроўні заканадаўчым калі-небудзь.
Так, я уже чуть было не забыл вопрос. Вопрос был такой, насколько я понимаю, насколько мы советские до сих пор. Да. Ну, я, например, родился в 1974 году, и социализация моя была советской. Поэтому я не могу сказать, что та идентичность, которая вот когда-то во мне была, она исчезла. Этого не произошло, и это как бы стало с чем-то смешалось, что было потом, да, и то, что я внутри себя обнаруживаю, да, какие-то взгляды на что-то, да, возможно, еще что-то, это имеет в том числе отношение и к тому прошлому, из которого я родом. Но я не сторонник того, чтобы говорить о том, что Беларусь, она осталась советской, по той простой причине, что сам Советский Союз все же исчез, поменялся контекст внешний, внутренний, да, достаточно значительно, но мы о чем можем говорить? О том, что остались, как Северин заметил, какие-то символическое присутствие советского, да, то есть какие-то знаки, названия, топонимика и так далее. А еще один уровень присутствия советского – это какие-то ценности, практики, институты. И в этом смысле очень часто при анализе современной Беларуси мы обращаемся к советскому прошлому, потому что многие ценности, идеи, практики института, они родом оттуда. Они, возможно, приняли какую-то гибридную форму, поскольку Беларусь сегодня существует в таком глобализированном мире, рядом с нами там Европейский Союз там, и так далее, но тем не менее, как бы сегодня, мне кажется, очень важная задача – это деконтекстуализировать какие-то вещи, которые нам кажутся советскими, но на самом деле даже то, что происходило в Советском Союзе, это не имело привязки исключительно к СССР. Это было, можем обнаружить и за пределами Советского Союза. Например? Ну, например, такая вещь, как коллективистские практики. И мы знаем о советском коллективизме, да, как о том, что устанавливалось сверху, как о определенной модели коммуникации в обществе и так далее, которая насаждалась, и причем совершенно очевидным способом. Нас включали в различные организации, там, ту же пионерскую организацию там, и так далее. Но если мы говорим сегодня о том, что происходит в Беларуси, возникает необходимость коллективного действия. Да? И так или иначе, понятие коллективизма, как бы освобожденное от советского контекста, оно все равно перед нами появляется в таком вот виде, о котором надо думать. Да, что такое коллективизм сегодня, как возможно это коллективное действие. Не, ну, в Советском Союзе, ты же сам кажешь, что в Советском Союзе это было все примусово. Когда мы возьмем что-нибудь там с Заходней Европы, там те США, то відавочна буде доброходное коллективное супольное деяние. Ну, это принциповая розница. Не, вопрос просто в том, что, например, то, что происходило в Советском Союзе, если мы говорим о коллективных практиках, того, что происходило, это была смесь принуждения и согласия одновременно. Вот о чем надо как бы помнить, потому что многие советские люди участвовали в каких-то коллективных действиях не только потому, что их принуждали, но и потому, что они этого хотели. Ну, это было забавно. Наприклад, муж изменил жонцы, здрадил, и, конечно, это было забавно, и шмат хто хотел присутничать на этом разборе. Ты что имеешь в виду товарищеские суды, которые происходили и так далее? Ну, это был Но цирк. я же сейчас говорю не о конкретных случаях, каждый из этих случаев надо рассматривать. Я говорю о том, что происходило с... Ты мне задал вопрос о том... Прикладники. Да, приведи, пожалуйста, примеры тех ценностей или вещей, или практик, или институтов, которые были характерны не только для советского общества, но и, скажем так, не связаны только с советским обществом, но имеют отношение к тому, что мы говорим, что мы называем модерностью. Да? То есть вот современность как некое состояние различных обществ там, в 20 веке, и во многих этих обществах, в современных обществах были такие же практики. Не, примусово там ничего не было, коли мы по Европу кажем. Ну, было по-разному, давайте так. Знову ж, ну от нас глядять, я упевнений, что многие не ведают, як было по-разному. Мне так само. Ну, я бы в данном случае обратился, например, к ряду исследователей. Например, один из исследователей это Стивен Коткин. И как раз, если он советолог, кстати, один из тех, кто занимался исследованием, в том числе Советского Союза. И не только он, но и другие исследователи очень много писали о том, что в определенном контексте,
да, модерности, то есть каких-то тенденций развития современных обществ. Советский опыт, он не был опытом аномальным или еще каким-то, да, то есть мы можем видеть примеры этого опыта совершенно в разных странах. Говорим ли мы о массовой политике, говорим ли мы о, например, социальном обеспечении, о том, как работали социальные программы и так далее. Тут это очень сложный вопрос того, как какие-то тенденции модерности, какие-то тренды модерности, да, они находили свое воплощение в различных обществах, в том числе в советском обществе. И именно поэтому, кстати, я считаю, что анализ советского общества важен, потому что после того, как мы прошли такой период антисоветского пафоса, да, с которым я тоже был вполне согласен, я тоже через это прошел, да, но сегодня мы должны немножко выстраивать критическую дистанцию не только по отношению к советскому прошлому, но и к вот этому антисоветскому пафосу. То есть, мне кажется, надо уже как-то более спокойно об этом периоде говорить. Ось тое, што сказаў Алексей, дае вельмі цікавы ракурс на наступнае пытанне. Па сутнасці не было зрошчана. Мы жывем у 2017 годзе, стагоддзе там кастрычніцкай рэвалюцыі, і пытанне было, ці можна яго ўвогуле там, не ведаю, праігнараваць. Але зараз ось тое, што Алексей сказаў, кажа, што па сутнасці весь гэты там, не ведаю, пафас наконт кастрычніцкай рэвалюцыі там на тэрыторыі постсавецкай прасторы можа не мае пад сабой нейкай такой падставы, што это такая шараговая падзея вось той самай там сусветнай мадэрнізацыі, якая па-свойму праходзіла там і у ЗША, і ў Еўропе, і вось такім чынам прайшла у Расіі, такім чынам, што она вельмі моцна там паўплывала на шмат лёсаў. Я правильно разумею? Ну, это очень большой вопрос о том, что такое события октября 2017 года. И вокруг событий октября 2017 года выстроилось несколько дискурсов, да, того, что это было такое. Для кого-то это по-прежнему там величайшее событие 20 века, для кого-то это катастрофа. Да? Ну, мы можем сравнить в какой-то степени с тем, что произошло в 1991 году. Да? То есть, и для кого-то это появление, например, некоторые историки пишут об этом как о появлении в мире в 2017 году модели некапиталистической современности. Эта модель вот была такой, какой она была, но тем не менее в тот момент, когда происходила революция, на нее все смотрели как на что-то, что может создать какой-то другой мир, которого еще не было. Да? Другой вопрос, что из этого вышло. Можно сказать, что большой вопрос, потому что, в принципе, який вопрос не возьми в житті, и он завжди великий. Да? То есть, и он может быть залежить от ожидания людей, можно бы его там цілий науковий інститут створити дослідчий, а можна пайсці іншим шляхом. Да? Наприклад, спробувати уявити, що ти мусиш на гэта питання адказаць школьнику молодших классов. Альбо ты наставник, у тебя ось человек и свет, предмет такой, и ты мусишь одной короткой формулировкой, одним абзацем сказать, что такое, например, была кастрычніцкая революция. И уже в залежности от твоих поглядов на життя ты сформулюешь так ці інакше. Но я б, например, сформулюю, что это было великое зло, куча, миллионы людей от этого потерпели тягом некальких десятигоддзяў, и что, в принципе, нам еще долго-долго нашим громадству до этого всего доходить. Ось. Ну, я додам еще, что вот Алексей народился в 74-м, я в 73-м. У 86-м все это в Москве начало возникать, а у 88-м дошло до нас. Да? То есть, в принципе, для нас вот это короткий школьный период там, пионеров и, магчыма, комсомольцев, это просто дзіцячы ўспамін. То есть по-нормальнаму чіпанули вот этого жыцця, дарослага жыцця ў Савецкім Саюзе, все ж таки крыху старэйшыя людзі, ты, кто нарадзіўся ў канцы 60-х і далей туды. Вось для іх это реально нейкі такі ўспамін. А для нас, Алексей, это... якой там, мы просто это бачили так, але у нас были свои дзіцячыя падлітковыя нейкія інтарэсы. І нас это Савецкі Саюз асабліва не датычыў. А у меня ось такое пытанне. Недавно, до речі, у Фейсбуку ты, Северин, адгукнуўся наконт там незразумелай сітуацыі наконт святкавання 25 сакавіка. Ось для цябе там Дзень волі — это адназначнае свята, якое трэба выходзіць на вуліцы. А параўнай з 7 лістапада. Я вот менавіта хочу, каб это не было падобна до 7 лістапада.
Таму што калі вот у 89-м годзе быў першы на стадыёне Дынамо мітынг, тады гэта была палітычная акцыя, і тады важна было, што не толькі там Беларусь яшчэ не была незалежнай, яшчэ Савецкі Саюз быў, тады важна было, каб проста незалежная Беларусь была. Вось, пасля мянялася, напрыклад, калі Беларусь была пад чырвона-белым сцягам, слухайце, ну ладзіліся канцэрты цудоўныя, в оперным тэатры быў канцэрт, напрыклад. Весела было. Пасля ізноў пачалі выкарыстоўваць як акцыю пратэсту, і была такая кан'юнктура сітуацыі палітычнай у краіне. Зараз я лічу, што это мусіць быць штосьці падобнае да Дня Святога Патрыка, як у ірландцаў. То есть просто забыть про вот эти все палітычныя лозунги актуальныя і просто ладзіць свята, а не як на 7 листопада. Вот возвращаясь к тому, что сказал Северин, все-таки я абсолютно против того, чтобы школьники учили исключительно простые формулы. И я считаю, что... Я подкреслил, молодшие школьники. Ну, ты знаешь, из младших школьников они превращаются в старших школьников. Ну... И для меня как-то странно, что, оказывается, думать они должны научиться там в 15 лет, а во 2 классе как бы не обязательно думать. Ну, коли у тебя есть досвід, ты педагогичный, працы с 9 У меня как раз он есть, потому что я работал, так сказать, в школе и университете, поэтому... С маленькими ты працавал? Ну, я работал, начиная с 5 класса. Ну, а я тебе кажу про младших школьников. Слушай, младшие школьники... 8 годов, например. Слушай, мы можем много спорить о педагогике, да, но у меня совершенно простая идея, да, что я бы не упрощал даже формулировки, и я бы пытался все-таки предлагать какие-то разные оценки для того, чтобы... Возможно, люди пытались как-то размышлять. Это первый вопрос. А второй вопрос... Не все было плохо во время правления Гитлера. Вот не надо сейчас применять эти какие-то непонятные приемы, понимаешь, сравнения. Но это же цитата. Я просто хочу сказать, что, например, когда ты сказал, что революция — это очень большое зло, да, и конкретно та революция. Да, вот великое зло, это типично, это совершенно не то, что должно быть, например, в учебнике, да, где как бы ты сразу даешь оценочное высказывание, да. А если мы говорим о педагогике, образовании и революции как термине, то мы должны пытаться изучать это явление, анализировать, а не сразу начинать с оценочного высказывания, да. А второй момент, когда ты сказал, что это великое зло, большое зло, я вспомнил статью, которую опубликовал очень такой интересный человек, Рубинов, Анатолий Рубинов, который был в госструктурах администрации Лукашенко, и он сравнил события 2010 года с революцией 17-го и назвал тех, кто вышел на улицы Минска, необольшевиками. То есть я к тому, что тут очень интересно, как вот этот вот революционный дискурс используется по-разному, разными людьми, да, и все-таки надо видеть какие-то различия в том, как мы это используем. Мне подыход такі. От калі мы говорим про войну 1812 года, гэта было так давно, что жывой сувязі няма ніякай з тымі падзеямі. І можна дыскутаваць, это была для беларусаў айчынная вайна ці не. Ну, я думаю, што не. Нават на гэту тэму. Але тое, што звязана з савецкім, яно ўсё жывое дагэтуль. Куча людзей, яшчэ жывыя просто. Яны, можа, не памятаюць, хаця я размаўляў з тымі, хто памяталі 17-й год яшчэ, з там дзецьмі. Але все эти наступствы рэвалюцыі людзі дагэтуль яшчэ захавалі жывую памяць. Таму мы не можам абстрактна так разважаць. Калі мы гаворым пра ўварванне нямецкіх нацысцкіх войскаў на тэрыторыю Беларусі, мы ж не дыскутуем, то есть, это зло, да? Ці мы таксама мусім даць людзям падумаць, ці это было зло, ці не зло. Ацэначнасць гэта, ці не ацэначнасць. То есть, мне здаецца, што ёсць нейкія канстанты этычнага характару. То есть, рэчы, якія просто не абмяркоўваюцца. Прынамсі, з малымі дзецьмі. Са старэйшымі, да, давайте паразважаем. Вось, там 10 мільёнаў паклалі, значыць, бальшавікі невінных ахвяраў за ідэю. Это, і далей там давайте паразважаем. А калі мы гаворым пра дзяцей, давайте, я іх прыклад прывёў
што можна і спрошчана. Ну, напрыклад, у нас 30 хвілін на ўсё пра ўсё. Да? Калі мы будзем разглядаць одно вялікае пытанне, мы яго не разгледзім нават за 30 хвілін. Таму наколькі вось, а мы жывем у свеце вельмі хуткіх камунікацый в сеціве, як мінімум, в інтэрнэце. І вот тут завжди доведеться вибиратися, Олексій. То есть, вот так сказати, ці так Северин, мне здається, що ось для таких ось яскравих великих оцінок все ж таки потрібно розбиратися у самих фактах подій. І у мене питання тоді до Олексія, до історика. Я бы, единственное, бы уточнил все-таки, да, о чем идет речь. В принципе, есть как бы две модели того, как мы можем историю вообще рассказывать. Такая так называемая инструментальная рациональность, когда мы просто перечисляем какие-то факты, да, и нормативная рациональность, когда мы включаем уже оценки, тоже продуманным определенным образом, включаем различные этические категории и так далее. И о советском мы можем рассуждать различным образом. Мы можем рассуждать об этом как, например, активисты, да, или можем рассуждать об этом как историки. И в этом смысле это очень сложный вопрос. И я пытаюсь рассуждать об этом как историк. Вот. Да? А я и громадянин. Да. Отлично. Отлично. То есть, я думаю, сейчас из этого последует какой-то Тому я завжди кажу колегам-журналістам, що ви історикам, науковців, ну, ви удокладняєте їх фактури і все, бо в силу свого специфіки роботи він не може давати оцінки як громадянин. А давайте з гэтага пункту гледжання паглядзім, а давайте з гэтага паглядзім, а давайте з гэтага паглядзім, давайте з гэтага паглядзім. Да, Алексей, як да гісторыка пытанне, вось наколькі вось гэта гісторыя 20-го стагоддзя і савецкі перыяд менавіта, насколькі мы яго сапраўды добра ведаем, наколькі там шмат белых плямаў? Я бы сказал, что если говорить о белорусской историографии, то в принципе состояние достаточно катастрофическое, я бы так сказал. Потому что если мы возьмем отдельные периоды, то есть, например, вот революция 17 года, о которой мы говорили, одни из таких монументальных монографий по Октябрьской революции принадлежит перу академика Игнатенко и было издано там в конце 80-х, начале 90-х, да, там издание уже сейчас вот прямо не назову дату, да, и тоже с такими достаточно интересными подходами. Если говорить о других периодах, например, период сталинизма, то, например, мы до сих пор пользуемся везде, вообще везде можно найти именно те цифры сталинских репрессий, которые, скажем так, были обозначены в середине 90-х годов. В 94-95, когда вышла книга «Адамушка», и последние капитальные монографии по сталинскому периоду появились в начале 2000-х, но они описывают сталинизм Беларуси с точки зрения государства, с точки зрения приказов, которые отдавались, и это не история снизу, да? И только где-то вот с 2000-х годов появляются какие-то отдельные микропубликации, и очень мало историков, которые этим занимаются, где сталинская Беларусь, или Беларусь под Сталином, да, условно говоря, описывается на уровне различных социальных групп, на уровне того, как вот все то, что провозглашалось сверху, воспринималось внизу и так далее. Это очень небольшое количество историков, например, та же Ирина Романова, которая занимается историей крестьянства белорусского. Да? И фактически можем сказать, что где-то в начале 2000-х наша историография, связанная со сталинизмом, как бы застыла. Война — это вообще отдельный вопрос, потому что война — это священная корова в таком официальном дискурсе, и я знаю людей, которые написали диссертацию, но не могут их защитить, да, и пока как бы ждут чего-то или пытаются применять какие-то другие способы репрезентации своих рассказов о том, что такое была война. У нас есть только одна диссертация, фактически одна, написана о повседневности, об истории повседневности после войны. Это конец 40-х, начало 50-х годов, Ирина Кашталян. Она не смогла защититься здесь, она защищалась фактически в Германии. И книга издана на английском языке сейчас в Германии. Вышла буквально вот в прошлом году. По 50-м, 60-м, 70-м у нас практически ничего нет. Я имею в виду, если говорить о монографиях, которые бы закрывали различные аспекты этого периода, в том числе и 80-е. И у нас вышло несколько, то есть в 94-95 году вышли двухтомник Нарысова «История Беларуси», ну, всем известный, по крайней мере. Там мы видим феномен, который, в принципе, сохраняется в какой-то степени до сих пор, когда о советском прошлом мы рассказываем, используя те категории, аналитические подходы, которые в то же время существовали
тогда, и хотя пытаемся это изменить, да, и если говорить о последних изданиях, например, Официального института истории при Национальной академии наук, то я бы сказал, наверное, только со второй половины 2000-х, да, появляется ряд изданий, в которых мы можем увидеть появление такой критической дистанции по отношению к советскому прошлому и попытки применить какие-то методологические подходы немножко другие. И я могу резюмовать это в условии, что мы просто докладно не ведаем того, что у нас тогда отбывалось. Я бы сказал, что то, что мы знаем о Советском Союзе и о Советской Белоруссии непосредственно, да, это очень, очень схематично все. Это на уровне представления о том, как менялись большие структуры. То есть я имею в виду, кто там пришел к власти, там Мазуров сменился там на Машерова, потом там еще на кого-то и так далее. Но, например, историк Киштымов, у которого когда-то брал интервью, он обратил внимание на совершенно очевидную вещь. Главный институт, который очень важен, например, Коммунистическая партия Беларуси, да, история этой партии не написана. То есть мы не знаем, как функционировал этот институт, какие там люди были, как осуществлялись там различного рода приказы, коллективные собрания, как проходили и так далее. Это мы все знаем на уровне стереотипов, я бы так сказал. І тим не менш ми ризикуємо робити які оцінки і висновки. Безумовно, вот я аккурат хотел сказать слово оценка. Оценка давалася, даецца і будзе давацца. А справа гісторыкаў займацца навукай, але вот тое, чым займаюцца гісторыкі, да, шырокаму колу цікава настолькі, насколькі гэта звязана з сучаснасцю сённяшнім адносна днём. Вось. І я думаю, што абсалютна нікога асабліва не зацікавіць паўстанне князя Свідрыгайлы 15 стагоддзя, адна партыя шляхты супраць іншай партыі шляхты. Гэта зацікавіць мінімальнае кола даследчыкаў і аматараў гісторыі. Вось. Калі гаварыць, напрыклад, пра там іншыя стагоддзі прыблізна тое ж. Калі мы гаворым пра савецкую гісторыю, яшчэ раз кажу, што мы гаворым пра тое, з чым звязана непасрэдна, праз нашых старэйшых. Праз дзядуль, бабуль, там, для кагосьці праз бацькоў. Вось. І, адпаведна, ацэнкі яны ўсё роўна будуць давацца. Іншае пытанне, хто іх робіць. То есть, раней было і проста і складана. Раней была манаполія на інфармацыю дзяржаўная, і вось каго дапускалі даваць ацэнкі, то іх распаўсюджваў. Цяпер ёсць інтэрнэт і нейкія там лідары меркаванняў, яны самі выкшталцоўваюцца з гэтага масіву каментаў і пастоў у самых розных соцсетках. Вось. І стаўленне да савецкасці як такой, яно сёння вызначае, в прынцыпе, стаўленне да будучыні краіны. Вось. І ніхто там, конечно, будуць многія ўдзячныя, калі гісторыкі з часам зробяць паўнавартасную карціну, там, что такое были 20-е годы, что такое были 30-е. Ну, то есть будзе документы и все остальное. Ось для чого ви це проводите? Мені здається, наше перше таблиця питання, оно ось до такого... Зносить Леніна чи не зносить? Гэта питання до істориків? Ось у мене, до речі, для культурологів? Якое питання є? Ось коли ми починаємо казати ось про Леніна, ось ми підрихтували такі тут портретики, то питання не так шмат у нас навіть возникає. Зносить Леніна чи не зносить, це досить легке питання, тому що Ленін... Да. А ось Олексій скаже, що це складане питання. Але коли у нас виникає питання, наприклад, Машерова, того ж самого, ось... Чудесно, Машерова. Да. Гэта дэмон трэцяга ўзроўню, гэта пакуль што не цікава. Разумееце? А Ленін гэта першага ўзроўню. Але мы тогда начинаем казать, что то, что было там, не ведаю, Советская Белоруссия, это все был Ленин, умовно кажучи. Быццам бы, як бы это не белорусская история, в принципе. Абсолютно. Это был представник, по-перше, оккупаційної держави, яка окупувала БНР, ну, РСФСР. Ну, тут... А нават БССР, она же была формально незалежной. Многие так само забываются про это. До 22 года это была незалежная держава. Формально. Вот даже интересно, вот как он сейчас, как Северин сейчас
использует то, что он пытается критиковать. С одной стороны, БССР это как бы такой советский конструкт, с другой стороны, она была независима. Я почал с БНР. Я почал с БНР. Окей. Но к БНР мы еще вернемся, если вернемся. Да, но я хотел бы сказать, что то, чем сейчас пытаются многие заниматься, это попытка отделить национальное от советского. То есть как бы вот вычленить что-то такое аутентичное. А Алексей протягиває стверджать, что оно звязано. Да. Игноруючи БНР, игноруючи все попереднее. Я совершенно не говорил, что игнорирую БНР, просто это то, что сейчас Северин пытается мне приписать. Но все записано, можно же полторыть после. Но я считаю, что на самом деле как бы советский опыт, да, от него избавиться невозможно. Вот избавиться невозможно. Мы не про опыт, мы скажем про оценку. Нет, секунду. Я объясню. Я пытаюсь говорить, я бы сказал, с такой философской точки зрения в данном случае, как нельзя избавиться от любой части собственной идентичности. Да? И я говорю сейчас уже о коллективной идентичности, которая сформировалась в как бы 20 веке. Другой вопрос, что мы сегодня можем при помощи различных инструментов, механизмов и так далее анализировать то, что произошло, да, и попытаться сделать так, чтобы какая-то часть этого исторического опыта больше не вторгалась в нашу жизнь, условно говоря. Да? О чем я говорю? Это практики государственного насилия, например. Да? Это то, с чем прежде всего связывают советскую историю практически все, кто ее критикует. Да? Но и, я думаю, те, кто даже кому нравится Советский Союз, тем не менее видят, что и это было так же. Да? И вот эти практики государственного насилия, это является одним из центральных вопросов при разговоре о советском. Да? И это то, с чем действительно надо что-то делать, да? И приложить для этого определенные усилия. И в соседней России, например, да, мы видим, что об этом пишут сами российские историки, о том, что несмотря на всю попытку десталинизации 60-х, да, или вторую попытку еще одной управляемой десталинизации при Горбачеве, да, так и ничего не смогли сделать, например, с фигурой Сталина. Да? Не объявить его преступником, хотя есть документы, в которых как бы, мы видим, на основании чего мы можем выносить это обвинение и так далее. Нет политической воли определенных элит. Да? И вот с этими вещами, я считаю, надо работать. И это, я считаю, и как историк, и как гражданин. Да? Як выносить Ленина громко и тихо? Что ты имеешь в виду? Ну, с площади Ленина, незалежности Ленина прибирать в Менску. Ну, что ты имеешь в виду, громко или тихо? Тихо, можно тихо уночи подогнать грузовик, тихенько его складировать где-нибудь на задворках. Як це со Сталіном, по сутності? Як це було з Гербом Погоні, до речі. Так само тихенько складировали, там, на всякий випадок. Мається на увазі, ті все ж таки дать оценку, то есть потлумачить, чему он прибирается, тому что он злый день и все такое. Ну, то есть можно науково, а можно попросту. Потому что он, ну, в залежности от метода аудитории. А тут, кажешь, дискурс. Ну, не все зрозуміють, що таке дискурс. Ну, коли в широких. Мені здається, що мусить бути оценка, тому що зараз Леніна прибирають потихонечку в райцентрах. Яны разваливаются, и за апошні год ці полтора уже каля 20 штук. Их просто списывают, не ставят. Некоторых прибрали свядома. У Новоградку і в Нясвіжі перед 200-годдзя было Адама Міцкевича, шмат было гостей замежников. Их просто сарамливо прибрали в кусты. Я думаю, что это просто реально очень интересный феномен, какого рода, и который, например, необходимо было бы изучить. Да? В Беларуси не объявили о символическом разрыве с советским прошлым. Этого не произошло, потому что часть элит еще коммунистических у нас как бы пришли к власти. Да? Они сохранили эту власть. И, как пишет тот же политолог Казакевич в предисловии книги Урбана, коммунистическая элита в принципе генеративно сохранялась до начала 2000-х, да, в Беларуси. И поскольку символического разрыва не было, да, тем не менее мы уже не советские в каком-то смысле. И вот этот феномен тихого исчезновения советского, да, он очень интересный, потому что, с одной стороны, он демонстрирует в негативном смысле отсутствие публичных дискуссий, оценок, исследований историков и так далее. А с другой стороны, он показывает, что все-таки как бы даже при отсутствии вот этого символического разрыва
люди пытаются применять какие-то стратегии работы с прошлым, пусть даже такие, да, пусть даже вот это вот тихое такое вот исчезновение этих примет советского, но, опять же, хотелось обратиться к одному философу, который говорил о том, что есть 3 вида памяти: задержанная, манипулируемая и должная. Да, это Поль Рикер. И вот в данном случае, если мы говорим о памяти о советском Беларуси, она находится, я бы сказал, вот в 2 этих стадиях: в стадии задержанной и манипулируемой памяти, но не в стадии должной памяти, да, когда вот уже там понятные оценки, возникла критическая дистанция. Просто когда ты требуешь оценок, да, я могу только один момент сказать, что как бы это очень сложный вопрос, на самом деле, очень сложный вопрос, который возвращает нас опять же к тому, что происходило в 90-е годы, и хотя уже это как бы немножко другой вопрос сегодня. Например, очень многие люди, которые живут в Беларуси, они жили и в СССР, да. И вот наша задача очень простая. Это сказать, что было государственное насилие, были такие-то, такие-то вещи, которых сейчас быть не должно, да. Давайте с этим что-то делать, давайте там сегодня говорить о том, что такое права человека, и определенным образом конструировать память о прошлом, да, так, чтобы мы учитывали эту проблему государственного насилия, но при этом давайте еще как-то сделаем так, чтобы ощущение, достоинства этих людей тоже не исчезло. Потому что многие из них были гражданами Советского Союза, но при этом они не принимали участие в репрессиях, допустим, да, и так далее и тому подобное. Это очень сложная проблема, что делать с теми людьми, для которых память о советском, да, то есть наша задача не сказать им, что и страна, в которой вы жили, политический режим, это было полное дерьмо, условно говоря, да, ну и вы, соответственно, да, потому что находитесь в таком же состоянии. Задача, наверное, немножко другая, да, это как бы объяснить обществу, да, что, уважаемые граждане, да, вот у нас был такой политический режим, да. Алексей, так, у тебя может быть специальность историк-психотерапевт. Я скажу, у нас не уникальная все-таки ситуация с советским минулым. Ці ёсць у свеце ва ўсходняй Европы модели десоветизации, які можна взять за узор? Ну, як? Можно взять польский, можно взять чешский. У Польши больше резко, у Чехии меньше резко. Але вынік один и той же самый, здаецца. Ну, просто разумеете, вот гэты персонаж, да, то есть калі яго абмяркоўваць, то ў колах спецыялістаў, разумееце, таких прычым дастаткова высокага ўзроўню. На публіцы я просто нават не уяўляю, што тут абмяркоўваць. То есть для мяне это абсолютно відавочнае зло, да? То есть якое стаіць у нас тысячамі на наших этих, разом з Дзяржынскім, з этими Калінінамі рознымі. От уже іншага порядку, там уже можна дыскутаваць, сапраўды, там, напрыклад, военныя гэтыя там розныя, нават партыйныя дзячы уже пасля военныя, гэта уже не то. На той же Машэраў, там еще что-нибудь. А гэта это абсолютное увасабленне зла, якое, як не круці. Вот, хочешь так, хочешь гэтак, хочешь з дзяцінства пачні, хочешь с апошніх гадоў. Прямо с дзяцінства уже. Я жартую, конечно, але сэнсу, это такие фильмы... Ленин сразу родился Лениным, да? Фильм Стивена Кинга у меня одразу, такие вот перед вачыма, один из фильмов. Плюс еще, ведаеце, недавно молодые журналисты вельмі самого вядомого информационного портала, вот этого человека написали в артикуле российский политический деятель начала 20 века. Им журналистам там по 20 с чимсьці годов, молодые. Тыя, кому по 30 с чимсьці годов, яны нават в Фейсбуку так само засмеяліся, коллеги. А тут, а они пишут, а что, не так? Так же ж, российский политический деятель. То есть РСФСР оккупировала БНР з усходу, а Польша з заходу. Ось я з этого сыходжу. Адпаведна, гэта ўвогуле палітычны дзяч чужой краіны суседняй. Разумеешь, Алексей? И мы можем... Сеанс гипноза закончится. Я для тех, кто нас глядит. И потому что я с тобой уже это абмяркоўваў. Просто разно. Мы можем уперціся ў тое, ці была БНР дзяржавай, да? И тут уже будет пытанне веры, а не науки. Потому что
Верить, что была держава, а другие не верят, что была держава. В науке так не бывает. Ну, вот, на жаль, есть понятие конвенциональной истины, да. Конечно. Но я хочу вернуться к десоветизации, да, к моделям разным. У нас есть несколько опытов, несколько примеров различных моделей декоммунизации, десоветизации, это по-разному можно сказать, в странах Восточной Европы, ну и в соседних странах, да, потому что те или иные элементы декоммунизации, десоветизации, они даже в соседней России были. И если говорить о том, что происходит, да, обычно схема одна и та же, да, но некоторые части этой схемы в Беларуси невозможны. Например, в Беларуси, ну, в некоторых странах происходила иллюстрация, да, когда люди пытались, новые элиты, пришедшие к власти, пытались не допустить к власти тех, кто был частью старых элит. Да. Еще один процесс – это процесс реституции, возврата частной собственности и так далее. В Беларуси, например, вот процесс реституции фактически вообще невозможен, да, поскольку время, когда существовал советский политический режим, да, понятие частной собственности мы уже не восстановим эту ситуацию, которая была. Разве что, может быть, на территории Западной Беларуси, да, есть какие-то шансы, потому что она меньше находилась в рамках Советского Союза. Еще один институт, который появляется во время десоветизации, это какой-нибудь орган, типа Института народной памяти или Институт национальной памяти, например, в Польше или в Украине, который занимается тем, что открывает архивы и так далее, да, то есть предоставляет всю информацию о том, что было, включая дела там секретных агентов и так далее, да. Но здесь я хочу сказать следующий очень важный момент, очень интересно. Степени декоммунизации, десоветизации и так далее, они в странах Восточной Европы были абсолютно разными. И, например, вот социолог Алексей Ластовский делал как раз исследование, где сравнивал то, что происходит в Беларуси, с тем, что происходит в Словакии. Да, очень много параллелей, да, там тоже был авторитарный режим Мечера, и, как мы видим, очень специфическая ситуация и с иллюстрацией, и со всеми остальными структурами, институтами. Но, что еще любопытно, все вот эти институты, которые существуют, да, и которые создаются для декоммунизации, десоветизации, могут быть политическими инструментами. И это мы сейчас видим и в самой Украине, и в Польше. Да? Ну, до речі, у нас у чаті питання про Україну. Ось як ми оцінюємо то, що там, то, яким чином десоветизація, делінізація відбувається в Україні? Адбываецца ці адбывалася. Бо першы этап быў стыхійны, а другі этап ужо паводле закону прынятага. Мяне вельмі ўразіла вось гэта гісторыя з гэтым святым слупом у Харкаву, ці дзе. Просто замяняць усіх Ленінаў на нейкія святыя абразы. Послухайте, это особная история. Все ж таки не забывайте, что Украина не Беларусь, и там с религией, крыху иначе, чем у Беларуси. Я бы сказал так, что у меня дома есть кавалочек того самого киевского Ленина. Я вот в тот день был в Киеве, я не ведал, что там отбывается, я пришел уже на разбор шапок. Я попросил, кажу, я турист с Беларуси, не турист, я не турист приехал, я падтрымаць приехал. Кажу, пробачьте, у меня машина уже не в забаве, можно я без чарги возьму кавалочек себе? Меня пропустили, взял, я лечу, что когда отбывается революция, то революция мае право люди в этот момент, да, скинуть Ленина, например. Потому что это символичный акт скидания ворога, там, например. Это все на эмоциях отбывается. Ленина там скинули, уже были первые забитые. Еще не было расстрелу сотни, але уже были первые 3 забитые, и это уже была іншая зусім ситуация. Пасля того, як была небесная сотня, и почали массово еще больше скидать Лениных, видовочно же, что это все было на эмоции, то есть скидали символы ворога. Ленин это оккупантский ворог, символ в первую чергу, и идейная. То есть вот Янукович и все, кто за его, они были, вот для их Ленин это святое. Да? Отповедно скидались, то есть я абсолютно разумею, я абсолютно за. Яшчэ больш шырокая пастаноўка пытання, што ўвогуле дэсаветызацыя і стаўленне да савецкага можна казаць пра саміх людзей, таму што нават цягам беларускай гісторыі у нас былі розныя перыяды, да, і пачатак 90-х, там сярэдзіна 90-х гадоў, калі
вось адрынанне савецкага больш было такім агрэсіўным. І зараз, мне здаецца, у грамадстве, у большасці грамадства такое, ну, абыякавае стаўленне і да сімвалаў, і да Леніна. У грамадстве ўвогуле абыякавае стаўленне, таму што грамадства прыціснутае столькі гадоў, і проста ёсць псіхалагічная стома, мне здаецца, ад монотонности, одностайности життя. Я бы хотел вернуться буквально на одну секунду к украинской декоммунизации. Я читал очень много о том, что там произошло. Коллега моя в Институте истории, в Киевском институте истории при Академии наук Украины написала книгу о ленинопаде, где она анализировала, почему падают Ленины в Центральной Украине. Например, она проводила полевые исследования, то есть она интервьюировала людей. И, конечно, картина того, почему падают Ленины, она намного более разнообразна, чем вот сейчас как бы рассказывают. И речь идет о том, не только об отношении к советскому. Речь идет о том, что какие-то символы функционируют в современном контексте, и может быть сцепка этих символов с совершенно различными вещами. Да? Это очень важный момент для того, чтобы понять, что и согласиться с тем, что вы сказали о том, что то, как мы что-то делаем сегодня, это прежде всего обусловлено тем, что мы сегодня хотим. Да? Часто мало связано с тем, что было тогда. Да? Но я бы хотел сказать вот что. Декоммунизация, у меня очень двойственное отношение к тому, что происходит, как, кстати, и участие украинских историков к проблеме декоммунизации, потому что в Украине часто задают вопросы, кто именно это проводит, кто получил монополию на декоммунизацию, насколько эти люди квалифицированы и компетентны. То есть возникают такие вопросы, насколько деятельность того же института, который проводит, во главе с Ветровичем проводит декоммунизацию, насколько она, скажем так, не ангажирована в каком-то смысле, да? Насколько он может эти практики десоветизации провести так, чтобы соблюдать политический баланс, например, в украинском обществе. Да? И еще один важнейший вопрос: успех любой десоветизации, в том числе и в Украине, абсолютно связан с другими реформами. И как раз если бы мы видели сейчас в Украине, как, допустим, мы проводим декоммунизацию условно, да, и одновременно мы видим демократические реформы и более-менее успешные экономические реформы, да, и мы понимаем, что эти процессы идут вместе, и это очень хорошо. Да? И таким образом люди исчезают их символы, может быть, они в них верят некоторые, да? Но при этом они получают определенную компенсацию, меняется их образ жизни, они получают право голоса и так далее и тому подобное. Да? То есть они действительно десоветизируются, да, в каком-то смысле. Но сегодня мы видим очень такую сложную ситуацию в Украине, когда, с одной стороны, есть декоммунизация, с другой стороны, очень большие проблемы с тем, что сейчас там происходит. Да? Ну, как мне кажется, это очень важный вопрос, в том числе и для Беларуси, потому что... Да. То, что там зараз відбувається, на вопрос, ніяк я не бачу ніякої проблеми прив'язки до ленінопада. Ленінопад – это ленінопадом, а проблемы проблемами. То есть, коли у мяне ось цвік у боце, я гэты цвік прыбіраю. Вось, это ленінопад. А тое, што ў мяне там, можа, мне цісне бот, ці ён уже стары, трэба замяняць, ці трэба ў ремонт здаць, ці новую набыць. Гэта да цвіка не мае ніякого дачынення. Северин мне очень сейчас хорошо все объяснил, как надо, да? Но я бы хотел вернуться к 90-м и вспомнить, на какой волне пришел Лукашенко к власти в Беларуси. Потому что, собственно, та десоветизация, которая началась... Да не было никакой десоветизации. Слушай, я тебя умоляю. Во-первых... Ленин как стоял, так и стоит. Нет, секунду. Десоветизация все-таки началась. Ну, да? как она началась? Ну, началась она очень просто. Началась она, во-первых, с митингов в Куропатах, да, и то есть разрушение советской идентичности в Беларуси в том числе началось с того момента, когда стали говорить о сталинских преступлениях. А дальше что происходит? Дальше, например, началось переименование части улиц. Все-таки успели в 90-е это осуществить. 3,5 улицы. Несколько лет была запрещена, начиная с 91 года, деятельность коммунистической партии. Потом ее восстановили.
То есть я хочу сказать, что какие-то элементы десоветизации на институциональном уровне у нас происходили. Да? Вопрос просто в том, чем это закончилось. Но вот эта волна ностальгии о советском, да, вместе с экономическим кризисом, Северин, это одно из причин событий Они 94 вместе, года. она в первую чергу, люди спужались, что зменяются крыніцы доходу у іх, што ён быў рабочий на заводе, 400 рублей в месяц, а с премией 650. Это плохо или нет? Это был, так он был король Это манежа. плохо И он нет? глядел на нас с тобой, вот коли б мы тогда были старейшими крыху, и он бы называл бы нас с тобой интеллигенция сраная. А казал бы, ты что, интеллигент? Я 650 рублей отрымливаю. А тут он притворился у того, чем я называл интеллигенцию. Ну, я бы на самом со деле, своими там 10-15... Я бы на самом деле не радовался этому процессу, если честно, да? 15 баксами. И ясно, что он захотел обратно 450. И премия 650. Вот и все. Ему плевать на Ленина. Не подобається розмова на суді. І, ну, сапраўды у нас была ідэя таксама нашай праграмы, што она максімальна абмежаваная. І менавіта, канешне, все аспекты, тым больш там десоветызацыі савецкага пытання ў яе ўлезці не могуць. Адзінае, чым я магу кампенсаваць нашу вось гэтую размову, я магу даць вось нашым гасцям права зрабіць з гэтымі партрэтамі ўсё, што яны зараз хацець. Мы падрыхтаваліся з усіх бакоў, вы можете памясціць іх у рамку, можете іх размаляваць. У нас нават недзе быў нават запальнічка, можна зрабіць больш агрэсіўны акт. Я думаю, что Алексей хай перший. Не, я ничего не буду делать с этими портретами, потому что я не вижу в этом никакого смысла, абсолютно. А я... Потому что лично для меня, еще раз повторяю, важен не только сам текст, ну я имею в виду вот портрет, да, а важен и контекст. Архив. Вот в моем, да, вот в моем представлении как бы... Для специалистов. В моем представлении уже сакрального статуса вокруг этих портретов нет, и применять какие-то практики в духе народной магии я не буду, да. Но я согласен с тем, что советское прошлое, нужна критическая дистанция по отношению к нему, нужна работа с ним, и различные формы этой работы уже есть, в том числе в странах Восточной Европы. А с Лениным что робить на площади Незалежности? Ну, с Лениным, я уже как-то писал даже в Фейсбуке, когда мы со студентами обсуждали один из аспектов того, что делать с советскими памятниками, возникла неожиданная идея повернуть памятник Ленина лицом к Дому правительства. Но... Это было бы неблаго. Да. Такие можно и покинуть. Я бы сказал, что это очень остроумный выход из ситуации, да. Так сказать, власть посмотрит на саму себя, да, в какой-то степени. Ну, там можно разные метафоры применить для этого. Это было бы крутее, чем в Бухаресте зарабили, когда там но Медуза. на самом деле, конечно, есть разные способы, и все, кто были в Литве, я бы посоветовал, конечно, съездить в Грута-парк или Грутас-парк, я не знаю даже точно, как правильно это назвать. Это такое место, где собраны все советские монументы, которые в Литве убирались из разных эпох, ну, из разных периодов, и это совершенно разные по своему назначению монументы, либо это политические лидеры, либо что-то связанное с метафорами советскими труда там, или еще чего-то, да. Это очень интересное ощущение. У нас можно в музей Асгура сходить. Да, в музей Асгура, да, можно сходить вполне. Як там люди працують, там такі на тебе глядять з усіх боків, такі маски ацтеків такі. Мне здається, те мерапрыемствы, які в музеї Асгура відбуваються, не хочу робити рекламу. Мне здається, да. Добре, дякую за цікаву розмову і сподіваюся, що ми ще з вами зустрінемося праз кілька год, обміркуємо виніки того, що тих ніяких процесів, які рушаться. Дякую. До побачення. До побачення. До побачення.